По словам директора форума, заместителя председателя по молодежной политике, спорту и туризму Валентины Гатикоевой, форум – отличная площадка для налаживания отношений и более тесного взаимодействия югостинской молодежи с дружественными странами. Валентина Гатикоева выразила надежду, что форум станет ежегодным. Участники пресс-конференции отметили, что в рамках Российско-Остинского форума планируется заключение договоров и соглашений о сотрудничестве в различных сферах общественной деятельности. Нам хотелось бы более тесно контактировать и с Южной Осетией, и с коллегами из Абхазии, ну и, конечно же, с Российской Федерацией, ну и с Приднестровьем тоже теперь, я думаю, было бы здорово обмениваться какими-то идеями, проектами, а может быть совместно творить, делать и двигать какие-то массивы. Гости делились впечатлениями с журналистами. По их словам, форум был организован на высшем уровне. Особенно они были впечатлены природой и достопримечательностями Южной Осетии. Присоединиться к вам, конечно же, поблагодарить вас за теплый прием, за гостеприимство, за возможность окунуться в вашу историю, в ваши традиции. Я представляю молодежную избирательную комиссию, и, конечно же, от этого форума мы ожидаем знакомства с новыми людьми, обмен опытом, создания каких-либо совместных проектов. Первый Российско-Остинский форум собрал молодых людей из России, Луганской и Донецкой народных республик, Приднестровья, Абхазии, Нагорного Карабаха и Северной Осетии. Участников форума была насыщенная программа. Несколько дней молодежь из дружественных стран участвовали в образовательных тренингах, круглых столах, спортивных и культурных мероприятиях. Делились опытом с югостинской молодежью. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня.